Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы говорим о карте Король Кубков. Девиз этой карты в тихом омуте. Король Кубков погружен в размышления. Он сидит на своем плавучем троне. Король одет в голубую тунику и длинную золотистую накидку. На шее у него висит подвеска в форме рыбы. В левой руке он держит золотой скипетр и золотой кубок в правой. Позади него торговое парусное судно скользит по волнам, и дельфин высоко выпрыгивает из морской пены. Как и все короли в колоде Таро, король кубков – закаленный, опытный мужчина. Он успешно завершил свою миссию и теперь вознагражден ключами от королевства, которым ныне и правит. Король кубков умен и энергичен, сведущ в бизнесе, праве, науке и богословии. Его спокойствие обманчиво. Когда вы видите короля кубков в толковании романтических отношений, это значит, что следует быть осторожнее. Возможно, вам предстоит встретиться с лицемерием. В современных интерпретациях, однако, король кубков может рассматриваться как аналог королевы кубков. В таком случае он может быть любящим и заботливым мужем и отцом. С точки зрения стихий, все 4 короля Таро – воздушные интеллектуалы. Они сочетают в себе стихию воздуха с соответствующим элементом своей масти. В этом отношении король кубков олицетворяет туманное соединение воздуха и воды. В астрологии 4 короля Таро ассоциируются с 4 фиксированными знаками зодиака. Король кубков представляет стабильную воду Скорпиона, которая делает его натуру чрезвычайно страстной.